Хайрлы акшамлар на АТР вечером в среду. Музлар, мои ведущие, Джипар. И Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость, председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета Ахтем Чайгоз. Хош келдіңіз. Селям алейкум. Первый вопрос сразу, чтобы задать, может быть, темп. Обижайтесь, не обижайтесь. Вот один из коллег спросил, у вас имидж хама. Кто-то возразил, что это просто имидж напористого и решительного. Вы как оцениваете это? Ну, всем известно, что я достаточно импульсивный, эмоциональный, бываю достаточно резким. Но если вообще-то люблю говорить сразу в лицо, поэтому если кто-то воспринимает это как хамство, не обессудьте, такой характер. Это инструмент быть таким политиком? Нет, я по природе своей, анабабамдан, такой табиат имею, в политике... Который корнями уходит в Судак, да? Нет, я вообще-то боекламбатский. Боекламбат, да? Но хочу сказать, что... Судакцы не обижаются, что так сразу решил. Я бы не импульсивный, да? Вы знаете, я бы в таких случаях, вот, например, с этим человеком бы сам бы встретился, потому что я за столько лет сталкивался с необъективностью. Порой кому-то в лицо говоришь, что нет, нельзя, или принимаешь решение, говоришь, нет, вот так будет. По-разному могут люди это оценить, воспринять. Вообще стараюсь со своими соотечественниками быть достаточно вежливым. Вот, Ахтембек, я запомнил вас первый раз, это год, наверное, 99-й, 55-летие депортации, что-то в Украинском театре, и ваша группа, по-моему, препятствовала, чтобы грач туда не зашел, и вот, по-моему, вы руководили этим процессом. Да. Вот, скажем, Айпетри, Азизлер, это уже на всю Украину стали известны, а вот я помню вот эти, или до этого еще были такие моменты, когда вам надо было жестко... Конечно, это и захват райгосадминистрации впервые в Украине, когда нужно было жестко принимать решения, потому что это все-таки госучреждение, речь шла о попрании наших прав. А что касается грача, это просто было хамство, унижение нашего народа, мы так посчитали. Нас действительно не так много было. И знаете, если сейчас вспоминать, меня удивило, тогда полный украинский театр был наших соотечественников. И в принципе вот эти 20 человек, которые мы приехали с Бахчисарая, мы смогли остановить вот этот цирк, который там происходил. И потом уже в процессе, когда мы на трибуну вышли, когда мы это все остановили, зал нам аплодировал. А вначале, к сожалению, была тишина. Но вам еще доводилось проявлять эту напористость, кидаясь под гусеницу во время Айпетри, да? Я не знаю, я вообще-то, честно говоря, я не живу этими вещами, потому что в Бахчисарае часто происходят такие события, когда надо выходить на передний план. И я очень благодарен своей команде, которая, в принципе, всегда рядом. И, в общем-то, я не знаю, но мне часто приходится принимать такие решения. Я благодарен своей команде, своим соотечественникам. Ваша Они команда всегда это рядом. кто? Ну, у нас большая команда, Аллах шкур, это более сотни депутатов. Это чиновники, практически все рекомендованные меджлисом. Это наши все ветераны, или как их называют ветеранами, а они по сей день за 80 лет, они рядом с нами бок о бок. Это люди, которые не безразличны к судьбе своего народа. Это люди, которые не безразличны к тем событиям, которые происходят в районе. Вот а главный в команде Ахтем Чайгоз или Ильми Умеров? Знаете, этот вопрос часто пытались между нами ставить. Каждый из нас выполняет свою функцию. Он сегодня глава райгосадминистрации. Ваша функция подстрекатель такой, да? Вот, тяжелая артиллерия. Торпеда, или можно так назвать? Нет, нельзя так назвать. Глава администрации Бахчисарайского района – это для нас как символ. То есть мы много лет шли к тому, чтобы в Бахчисарае первое лицо был крымский татарин. И это стоило очень многого, поверьте мне. Сегодня я председатель регионального меджлиса. И сегодня практически все вопросы, связанные с крымскими татарами, в компетенции регионального меджлиса. А его работа, его деятельность – это быть хорошим руководителем крымским татарином. Поэтому мы тут дополняем друг друга, помогаем друг другу. И у нас не только, кстати, это у нас ряд чиновников, крымские татары, и каждый из них, за каждым из них мы смотрим, помогаем и хотим, чтобы
перед людьми, это они носили достаточно А у высоко. вас нет ощущения, что вот такое могло быть, ну, там, и захват райадминистрации, и бросаться, ну, где вы были скорее как агрессор, и бросаться под бульдозер, здесь скорее вы могли стать жертвой. Это могло быть там при Кучме, при Ющенко, ну, вот при нынешней власти и стрелять будут, и сажать, и не оглядываться ни на кого. Ну, или такого ощущения нету? Нет, я думаю, что, я же говорю, я меньше всего об этом в этот момент думаю. Это было и при Кучме, и при Ющенко, к сожалению, как считались наши союзники, достаточно вы сейчас о Петре вспомнили, это как раз было при нем. Кроме того, эти события по агрофирме «Крым», когда бандитская группировка просто отбирала землю у не только крымских татар, и нам приходилось там перекрывать дорогу, и я в том числе там находился. Это, кстати, была первая акция, когда вы со славянами объединялись тоже вместе, да? Да, и знаете, я стал депутатом районного совета по мажоритарному округу и выиграл у регионала там. Потому что все эти несколько лет я находился вместе с ними на дороге. Еще один вопрос. Как много лет не работая официально нигде, вам удается вести шикарный образ жизни? Ну, шикарный, у каждого свое понятие. По вашим бахчисарайским меркам. Вы знаете, крымским, я может быть. так привык к этому, что там многие рестораны, это мои, гостиницы и так далее, и так далее. А что нет ни одного ресторана, ни одной гостиницы? Нет, у меня есть мелкий бизнес, я что достаточно скромно работаю, скромно живу. Юрий Ну, Першиков, кстати, считал, что вы тогда, отстаивая Айпетри, события Айпетри, что вы отстаивали свое имущество. Вы знаете, и на Азизлер также считали. Я же говорю, я уже привык к этим вещам, поэтому не обращаю на это внимания. На Айпетре у меня никогда не было своего бизнеса. Я туда поехал, вернее, повез с собой практически всех членов регионального меджлиса защищать интересы предпринимателей наших. На Азизлер то вообще было дело чести освободить эти захоронения от того рынка, от того безобразия. А как это дело чести сейчас? Что с Азизлер? Знаете, очень много вопросов. Хотелось бы, чтобы все это было быстро, но есть некоторые вещи, которые мы своими руками дальше делать не можем. Там вступают в силу некоторые законы, и в том числе, например, археологические раскопки не может делать Чигот со своей командой, взять лопату и копать там. Там есть требования соответствующие. Но я всем говорю так, когда-то мы освобождали Занчерламедересе, и многие годы никто не верил, что это место, которое мы освободили, пустует, и что с ним будет. Прошло 10-12 лет, сегодня это один из самых уникальных памятников. Мы нашли и деньги, и возможности, и по А сей где день ищете деньги? Государство просим, но больше нам помогают до сих пор наше турецкое агентство ТИКа. Артемий, вот по поводу Азизлера и все, что было, очень много вопросов. И вопросы, кстати, от крымских татар, которые неоднозначно теперь относятся к тому, что Азизлер это рынок, заброшенный рынок стал еще хуже. Тогда говорили о том, что это рынок, на котором возле Азизлер продают свинину, но те же религиозные люди, которые сегодня говорят, а когда там, ну, извините, естественные надобности люди справляют, то, может быть, это еще хуже, когда он оказался в заброшенном состоянии. Так, может быть, сначала надо было искать деньги, а потом переносить рынок, а не наоборот, как получилось. Я думаю, что такие разговоры ведут не сведущие люди далекие. Дело в том, что само присутствие там рынка на наших костях, на костях наших предков, это уже было недопустимо. Этот вопрос ставился с 92 года, практически с момента возвращения крымских татар. Это не просто место захоронения. Но в Бахчисарае не одно такое место. То есть Я бы сказал, что вот такого рода оно было единственное. Были, конечно, какие-то безобразия, с которыми мы в рабочем порядке справлялись. нам писали Что про касается- кафе в Сане, и Мусафир, который находится на территории бывших мечетей. Ну, знаете, я все эти истории хорошо знаю. Я вообще много лет живу в Бахчисарае и как бы своими ножками прохожу всю эту старую часть города, поэтому у вас недостоверная информация. Ни Мусафир, ни Эфсане не находятся на исторических местах. То есть эти здания не были мечетями? Нет, конечно. Там рядом с ними располагались мечети, а эту информацию дают
исходит она из некоторых наших сектантских групп. Я хочу зрителям нашим напомнить, что вы можете задавать вопросы на нашей странице, на странице телеканала АТР в Фейсбуке. И эти вопросы прозвучат прямо в прямом эфире для нашего гостя Ахтема Чийгоза. И продолжая тему Азизлер, вы, наверное, тоже бывали не раз в Стамбуле, в исторической части. Вот там есть Чемберлитаж, где дюрбелер, оно захоронение султанов, и одновременно люди пьют чай, там же кафешки, никого это не смущает. Там не продают алкоголь, правильно, но и дюрбелер, и чайные как-то соседствуют, и никто не говорит, что это кощунство на костях. Вот мне кажется, что все-таки... Нет, тут немножко не так акцент. Бизнес-момент имел значение. Тут да, речь шла о том, что, ну, во-первых, на Азизлер, это не рядом с Азизлер, а на самих захоронениях, это более 300 захоронений, в которых высшие чины суфийского ордена. Поэтому прямо на нем шла вся эта торговля, и в том числе и спиртными напитками, и так далее, и так далее. Сейчас, например, возле Занчирлы медресе на территории рядом находится кафе, которое создавалось специально для возрождения, пропаганды нашей культуры, и там ничего подобного нету. А здесь это, скорее всего, было просто глумление над нашими святынями. И то, что сегодня эта территория как бы свободна, но еще не ведутся работы, ну, нам бы хотелось, чтобы это все началось, и мы над этим работаем. В интервью Харамхабира Жанса 20 декабря вы сказали, что те кафе, которые строятся в национальном стиле на территории старой части города, украшают, естественно, и привносят в дело возрождения и развития нашей культуры. И вы говорите, что в этих заведениях, как правило, не продается спиртное или продается в ограниченных количествах. Это цитата. Я, честно говоря, я обычно так не высказываюсь, может быть, там немножко не совсем так. Но я сам считаю, что в наших национальных кафе не должны продавать спиртное. Это мое личное мнение. Но в данном случае, например, на территории Занчирлы медресе там спиртное не торгуется и не употребляется. Что касается этих в старой части города кафешках, да, там имеет место раздача спиртного. Я лично категорически против, но есть законодательство, есть современная жизнь, поэтому тут... А вы лично против двоеженства? У нас просто сейчас стала хорошая традиция спрашивать у всех мужчин-гостей, как они относятся к многоженству, например. Да, двоеженство – это неправильная формулировка. Многоженство, точнее, да. По Фрейду вылез. Что-то по Фрейду, может быть, надо задуматься. Я думаю, что это отношение каждого мужчины отдельно, если он в состоянии... Вот интересно ваше отношение к этому. Мое отношение... Я нормально к этому отношусь. Главное, чтобы и дети, и женщины, и мужчины все были довольны. Все были счастливы. В этот момент. За счастье. Есть еще вопрос, который я думал, как его задавать и не задавать. Я понимаю, что здесь, поверьте, не попытка злопыхательства. Речь идет о событии в вашем жизни 2004 года, о ДТП, которое было, и о штрафе, которые вам присудили. Вот как вы сейчас воспринимаете все это происшедшее? Я и тогда говорил, и ко мне много обращались с комментариями, я говорил, что это несчастный случай. К сожалению, в моей политической жизни этот случай каждый раз всплывает. Это всплывало и на Азизлер, когда я организовал акции. Но все завершилось только вот в 2011 году, по-моему, да? Вот нет, я не думаю, что это завершилось. И речь не в той компенсации, которую я должен был выплатить. Я и изначально готов был оказывать поддержку и так далее, и так далее. В этом несчастном случае я могу сказать одно. Аллах корсет место никому попадать в это, но моей вины не было. Как бы на тот период, кто не хотел бы это представить. А чья вина была? Я не хотел бы об этом вообще, это честно говоря. Это несчастный случай. Что-то это изменило в вашей жизни? Ваше отношение какое-то к жизни поменялось после этого события? Османбей, у меня настолько насыщенная жизнь разного рода историями, что я как бы вот так себя не гружусь, скажем так. Потому что я считаю, что и это пройти надо, и после этого я много чего прошел. И келечек это сметался. Что вы прошли после этого? Например, события на Азизлер, когда в списках находилась в том числе моя фамилия, за мной слежка велась и так далее. И за моими там, друзьями, с кем я там стоял. Или, например, на
том же Айпетри, когда этот трактор мог просто по снегу не остановиться. Ну что делать? Вот вопрос из Фейсбука. Наш зритель спрашивает, ваше отношение к Народному фронту и кого они представляют? Мое отношение — провокаторы. То есть вот все 14 организаций, все эти люди, которые собрались даже там... сколько Я их, не ну, хочу сейчас там расшифровывать каждую организацию, которая входит. Я считаю, что действия, которые направлены на разъединение нашей нации, иначе как провокации не назовешь. А считается, что признаком демократии есть здоровая оппозиция. Как вы считаете, есть ли оппозиция? Я не крымских считаю их татар? оппозицией. А кого вы Вот считаете оппозиция, вообще, в вот у меня принципе, в как региональном явление? меджлисе это оппозиция. То есть 26 человек сидит, причем мы всегда это расширенно проводим, это минимум 50 человек присутствует, каждый из них со своим мнением. Зачастую очень бурно обсуждаются те или другие подходы. Я вам так скажу, по тем же, например, Азизлер, ни одного с этих общественных организаций близко не было. А что есть для народа в такой момент важнее? Или, например, в деле отстаивания, допустим, Зинджирлы медресе, да? Вы вот вспоминаете под трактор, а мне приходилось лом брать и бетон ковырять, который там провокационно за ночь залили, да? Или там выставили, сварили железобетонные конструкции, мне кувалдой пришлось это разбивать, потому что когда я начинаю разбивать, остальные подключаются, их тоже близко не было. А вот когда мы принимаем это решение, как иначе поступить, так или по-другому, вот тогда у нас бывают разные Вы точки же зрения. подменяете понятия. Об этом любят говорить и в Центральном Меджлисе, и даже в партии регионов, что у них бурно, когда они закрываются, бурное обсуждение. Бурное обсуждение во всех организациях есть. В семье есть бурное обсуждение, но жена же не считается оппозицией мужу, да, если бурно обсуждают. Ну, Оппозиция — это группа, у которой есть свое видение развития. Да, у них цель любой оппозиции — это приход к власти. Да, вот, у них и бывает лидер. Вот нельзя же сказать, что у нас в Центральном Меджлисе или в других меджлисах есть оппозиционные политические силы, да, есть люди, которые бурно обсуждают ту или иную тему. Оппозиции нет. Почему не получается сосуществовать в одном органе правящей части и оппозиционной? У нас есть такой прекрасный институт, который проходит процедуру выборов, меджлис. Кто мешает кому активно там участвовать, входить в эти меджлисы и потом брать власть? Кто мешает? Никто не мешает. Поэтому То есть вы, как председатель Центральной избирательной комиссии по выборам в Курултай, вы способствуете всем политическим группам среди крымских татар участвовать? И знаете, некоторые из них вот в том же Хурултае и находятся. И на ближайшей сессии я, как председатель ЦИКа, буду вносить вопрос о том, чтобы их вывели с Хурултая. Это господин Бальбек? Да, потому что есть регламент, есть положение о Хурултае. И Хурултай – это не некая организация, да, или партия. Это представительный съезд, да, куда избираются все напрямую, да. Вот, поэтому я думаю, Как что вы считаете? А за что? Вот, всем, кому за интересно. что вы будете выводить господина Бальбека? За нарушение регламента Хурултая, где Какой четко части? сказано, что, во-первых, когда ты избираешься делегатом, пишешь заявление о том, что ты будешь соблюдать все решения Хурултая. Во-вторых, Хурултай, принимая решение, он рекомендует народу. И как ты, делегат Хурултая, участвуя в принятии решения, да, если даже твоя точка зрения не прошла, как ты можешь этот народ представлять, если ты сам потом идешь и нарушаешь это решение? Новое поколение Крым – это временное явление? Да, конечно, временное. К сожалению, они у нас время от времени возникают, появляются и уходят, нам оставляют только кучу мусора и работы. Понимаете? Потом, когда идешь с людьми разговаривать на собраниях, а у нас район очень активный, и нам часто приходится бывать на этих собраниях, я стараюсь сам лично участвовать. И знаете, вот задавая эти вопросы, мне кажется, наш народ очень хорошо ориентируется в том, что происходит. И они сразу оценку дают. Как в свое время дали оценку Совету Акшакалов, это именно оценка была народа, понимаете? Как и партия мусульман Украины, которая была создана в 1998 году, и где она теперь, да? К сожалению, просто много потом после них остается работы. Вместо того, чтобы потратить... Хорошо, а 97-й год, это была оппозиция, вот 17 человек, почти половина состава Меджлиса, или это тоже, на ваш взгляд, Там много элементов провокации было. Я думаю, что часть из этих 16 использовали ситуацию. Сейчас
возвращаться к тем событиям, ну, и Нет, но мы времена говорим сейчас о изменились. наличии оппозиции, да? Не, И ну, то не оппозиция, и это не оппозиция. секундочку. Ну, 16, здесь 14. Речь идет же о большинстве народа. Большинство народа свои симпатии выражает Меджлису по всем Пока мы социологическим не вопросам. получим, наверное, на мой взгляд, прямых выборов, да, а не через выборщиков, мы никогда не Давайте будем мы знать. не будем идеализировать ситуацию. У нас нет своей еще государственности, чтобы вот в таком виде по общепринятым правилам говорить Может об она у нас оппозиции. существовать, как вы считаете? Я думаю, что мы все двигаемся к тому, чтобы у нас своя государственность была. Вот сейчас предстоят выборы в России. Скорее всего, господин Путин станет президентом. Это минимум 12 лет еще. Наверняка Минимум 6 все-таки. 6. Ну да. Считают эксперты, что это, скорее всего, будет 12 лет. И, скорее всего, в течение этих 12 лет ничего кардинально не может измениться здесь. Как вы считаете, выборы в России могут влиять на конъюнктуру крымскую? Они всегда Будет влияют. разыгрываться эта карта? Они всегда влияют, и вот эти последние события с этим газом и так далее, это и есть следствие того, вот эти вот поставки сыра и так далее, шантаж Украины, это все в привычных методах Путина. Для нас, ну, чем дальше мы будем от этого влияния в Крыму, тем нам спокойнее будет. А как можно отдалиться от этого влияния? Я думаю, что хотелось бы, чтобы в нашем государстве наконец появилась стабильная такая политика. В Может, нашем не в общем Крыму. плане, все-таки модель крымского сосуществования, крымских татар и русского большинства. Да? Вот вы же никуда не денетесь, и мы никуда не денемся. Вот здесь есть русское большинство по численности. Есть украинское такое, аморфное, да, еще какая-то часть. Но есть крымско-татарское коренное, но меньшинство. Вот. Модель сосуществования от Ахтема Чийгоза, без лозунгов. Мы ее строим в Бахчисарайском районе. Как? Ну, очень просто. Когда-то Бахчисарай сотрясал всю Украину своими событиями. А причем сейчас регулярно. формула счастья в чем А сегодня это заключается? все происходит в рабочем порядке, когда первые лица распределены как бы представительство партий, да, ведущих сил. Не все так гладко, достаточно все серьезно, но все происходит в рабочем порядке. То есть с регионалами хорошо Да. сотрудничаете? Ничего, существуете? нормально, да. Нормально, и не только с регионалами, есть и другие представители у нас. Но По когда я вопросу- говорю о модели, я говорю о том, что конфликтность, она провоцируемая со стороны, будет достигать цели, если вот у нас в районе, если нарушится взаимопонимание в первую очередь во власти. Сегодня есть это взаимопонимание. Поэтому я вам приведу пример. Совсем недавно кому-то взбрело в голову, не кому-то, казачеству взбрело в голову поставить крест. Естественно, наша реакция была однозначной. Но именно власть же, сев вместе с нами, приняла решение и сделала прецедент в Крыму, когда они сами убрали крест и поставили его на территории строящегося храма. Еще лет 7-8 назад это бы привело только к конфликту. Поэтому эту модель мы строим. У нас сейчас можно говорить о том, что нет дискриминации, например, в кадровом вопросе, где в принципе этот вопрос был один из самых таких вот злободневных многие годы. Например, То есть, получив кадры, все успокоилось? не там, только да, кадры, как бы? да. Но даже ощущение, в том что числе. расставили конечно, своих зависит. людей на места, все хорошо, и теперь незачем воевать. Я Да? не- Нечего добиваться, что ли, Ну, уже? слишком это нет. Примитивизировать, Добиваться, да? И не то, что своих людей. У меня своих людей нету. Ну, не чужих же людей. Для меня принцип такой. Есть меджлис, который избран народом, и этот меджлис принимает эти решения. И кадры, которые мы двигаем, Ну, мы своя очень широко команда-то есть? обсуждаем. Конечно, Только по есть. И профессиональному мне не признаку. стыдно за нашу команду, потому что, Аллах шкур, мы много чего добились. Но при этом эта команда обеспечивает там стабильность. Об этом можно, я могу об этом часами говорить. Эту модель мы долго строили, и думаю, что мы нормальный вариант нашли. Милицию в Крыму тогда возглавлял Могилев, когда были события в Да. Да. Сегодня он глава правительства. Да? Но фактически в нынешней модели он стал первым лицом, и не первое, не второе, да, в Крыму, с которым надо сотрудничать. Да? Вот. Надо, даже после всех его высказываний там, в
«Крымской правде». Помните эту статью с оправданием депортации немцев и крымских татар, которая была названа гуманным шагом? Ну, я многих политиков повидал здесь, при которых происходили какие-то серьезные проблемы у нас. Я не знаю, что вы С от ним меня надо сотрудничать ждете. или... Он сегодня глава правительства. Я исхожу из того, как строятся взаимоотношения в зависимости от решения вопросов. Ну, каков Могилев образца 2011-2012 года? Я не могу ничего сейчас говорить, потому что у нас и в его бытность произошли несколько там событий. До него Джарты был покойный, происходили некоторые события, да, и мы решали, хотя была и конфликтность. После него еще кто-то придет. Ну вот какие вам, например, вопросы придется сейчас решать на уровне Ну крымского вот недавно, правительства? например, мы решали вопрос назначения директора Хан-Сарая. Решили при его вмешательстве. Хотя лично я как председатель Меджлиса к нему не обращался. То есть со всеми можно работать? Не то, что со всеми работать. Он сегодня глава правительства. Если возникают вопросы, которые он в рамках своей компетенции решает, мы исходим из этого. Как будет решаться земельный вопрос? Какой? По самозахватам. В Бахчисарае же, по-моему, нет, да? Вообще, Такой я проблемы? думаю, что, наверное... Это тоже, кстати, одна из моделей. В Бахчисарайском районе почему не было вообще ни одного захвата, когда по всему Крыму они пошли? А потому что мы сели, и чиновники вынуждены были, когда глава администрации стал Умеров, вынуждены были открыть карты. То есть не было спрятанных земель. Одна из проблем, почему здесь эти захваты возникли, именно это. То есть на все пожелания с нашей стороны нам говорили нет. Поэтому пошли захваты. Думаю, что будут решаться. Может быть, не так, как хотелось бы, или там вот так просто взять и всем раздать. Но решаться будут в любом случае. Этот вопрос так стоит, что не решать или его оттянуть, тем дороже будет этой же власти. Приближаются выборы Верховной Рады Украины. Обычно, ну, скажем, не буду называть это заинтересованное лицо, но в Верховной Раде Украины в последние годы у нас один представитель, Мустафа Джемилев. Да, вот обычно он по списку проходил либо РУХа, либо позже «Нашей Украины». Теперь нету рейтингов ни у РУХа, ни у «Нашей Украины». С кем-то надо из сил объединяться, входить в список, потому что мажоритарного округа, скорее всего, не будет такого, да, по нарезке, откуда пройдет хотя бы, ну, гарантированно один крымский татарин. Ваше мнение, можете как личное мнение, можете как все-таки представитель Меджлиса, как вести себя на этих выборах? Модель Меджлиса бахчисарайского. Ну, во-первых, я бы не спешил по мажоритаркам. Прошлые выборы показали, что, вот, например, нам удалось в районе иметь 22% практически везде. А районные округа, горсоветы в районе можно будет? И мы говорим об округе Верховной Рады Я Украины. просто Да? хочу сказать, никто же не думал, мы тоже не рассчитывали, но при очень хорошей активности у нас в районе мы заняли почти 30%, имея меньше процент на самом деле. Поэтому и здесь рано говорить о том, что мажоритарные округа уж все там непроходные, да? Надо смотреть. Ближе к выборам надо изучать, смотреть. Что касается выбора политической силы, я думаю, что вот как раз для этого и есть Хурултай. У меня может быть свое личное какое-то мнение. А чего вы осторожничаете, Ахтем? Почему я осторожничаю? Ну вот свое мнение же можете Ну, сказать, которое... я знаю. Вы за удар, за фронт ЗМИН, за бьют, за то, чтобы с регионами, может быть, поработать в этом направлении. Нет, За мы кого? традиционно шли с РУХом. РУХ входил там в разные объединения. Ну, для нас сейчас первостепенным остается, скорее всего, чтобы все-таки наш представитель был в Верховной Раде. Один или два, ну, мы, наверное, будем говорить о двух, да, минимум. С какой-то силой, ну, РУХ сейчас я скажу общее. РУХ-то рассекается с блоком Юлии Тимошенко. Конечно. Ну, То есть скорее вы всего, с- это может быть новая политическая сила. Но К примеру. опять-таки, Так все-таки, с блоком Юлии Тимошенко или с у нас другой политической сейчас силой? есть разные симпатии. Есть и с Новой силой Яценюк, и с Кличко встречался Мустафа Ага. А вам кто Ну, еще по душе? не думаю, что там совсем не ведутся разговоры и с тем же Бьютом. Я не могу так однозначно сказать. У меня То свое есть у вас конкретной собственное- симпатии какой-то силе нет? Нет.
У меня лично вот конкретной симпатии нету. Я думаю, что на Хурултае это будет бурно обсуждаться. И Что еще будет на повестке Курултая? думаю, что только выборы. А вы не считаете, что от этого тоже происходит деградация, что только от выборов к выборам происходит активность Не, ну Курултая? почему? Почему? Во-первых, это, наверное, один из самых серьезных политических моментов в жизни крымских татар, когда происходят выборы. Поэтому Хурултай, когда ему еще собираться, если не под этот. Но при этом я не могу сказать, что Хурултай собирается только для выборов. У нас в этом году Хурултай еще будет собираться, например, по поводу принятия решения о новых выборах делегатов Хурултая. Ну и ряд вопросов еще могут возникнуть по ходу. Прошлый Хурултай там было, по-моему, если мне память не изменяет, около 15, там, в В повестке последнее дня время 15 муссировался вопросов. вопрос отставки Мустафы Джемилева. Будет ли этот вопрос подниматься на Курултае? Я категорически против этого. Я считаю, что это недопустимо. Мустафа Ага Незаменим. не может. Да, незаменим. Ну, вообще я считаю, что для крымских татар Мустафа Ага это единоличный лидер. И Но ведь идея, он не принадлежит сам себе. идея уйти принадлежит ему самому. Неужели? Ну, он как человек высказывается. Так может нам говорит другая свое модель мнение. нужна? Например, мы можем... Предлагайте, какая модель? Я предлагаю, например, модель, вот британская. Мы выбираем Мустафа, не выбираем, да, а некая группа выбирает его, как в Польском королевстве, монархом, крымским ханом, династическим. Вот. А дальше остальная система избирательной, исполнительной власти, там Меджлис избирается, да, исполнительная система избирается, разделяется власть. А он как символ нации, да, пожизненный крымский хан. Ну, было время, когда было крымское ханство, и крымского хана избирали, и ханства существовал не может не диван. быть, а хан сегодня, может быть. сегодня другое политическое устройство этого государства, и мы, конечно, тоже... Нет, если он незаменим, то можно называть вещи своими именами, да, и не устраивать выборов. Я так считаю. Я считаю, что он незаменим. Но Я моя модель считаю, вам не что для нравится. нас... Нет, не то, что не нравится, она просто не подходит. Я не думаю, что здесь что-то такое из ряда вон выходящее, что Мустафа Джемилев продолжит свою деятельность как председатель Милли Меджлиса. На весь мир человек авторитет, а здесь, значит, кому-то это набивает оскомину. Ну, нельзя Вацлав идти Гавел на на поводу. весь мир был авторитетом, но тем не менее после двух сроков Вацлав ушел. Гавел был президентом независимого государства. Давайте мы тоже немножко дойдем вот до того уровня, да, когда мы можем говорить, сравнивать себя с другими государствами. Сегодня речь идет о национальном движении. Хорошо, если- Национальное движение выработало свои институты управления. И сегодня от лидерства, от качества, от личных качеств лидера много чего зависит. Давайте Поэтому займемся прогнозами. Вот сейчас символом единения является Мустафа Джемилев. Что после? Это ведь тоже не вечно. Вот какие прогнозы вы можете сделать? мы достаточно сильная нация, и я сейчас не говорю о том, что там... Это не шапка закидательства, сильная нация. Нет, это не шапка закидательства, мы очень многое прошли, и поэтому, если уж мы смогли без крови сюда приехать и самоутвердиться, и продолжаем это делать, и результат одного, так сказать, нашего пребывания, вот сейчас сидим мы вот в этой студии прекрасной, да, я считаю, что прогнозы, я думаю, что Мустафа должен остаться. Мы должны провести выборы, прямые выборы в Хурултай, новых делегатов. И будем надеяться, что такие молодые, как вы, поэтапно придут нам в замену. Вокруг чего сейчас может сплотиться народ? Считается, что идея изжила себя, национальная идея, то есть это было возвращение в Крым. Что сейчас может объединить весь крымско-татарский народ? Да я вам скажу честно, да, вот много говорят, это вот объединить, там какая-то идеология. Да мы, в принципе, у нас таких проблем нету. Подавляющее большинство крымских татар, оно знает, для чего вернулось на родину. Они знают, как себя, чтобы сохранить здесь вместе друг другу, быть поддержкой, плечом. Другое дело, что происходят вполне нормальные вещи. Да? Кто-то чем-то недоволен, да? Кто-то обустраивается таким образом, кто-то другим образом. Ну да, позиции Вот мы не мы доросли, да? То есть, как бы, Так, внутри, опять-таки, да, ну, нет. знаете, Знаете, я был чтобы не вот- навешивать ярлыки, провокаторов или я прочего. был, например, там в наших
с бывших союзных республиках, да, Грузии, там, Азербайджане. И везде, когда я говорил, допустим, когда речь заходила о оппозиции, например, их лидеры говорили, какая у вас может быть оппозиция? Вы еще не дошли до своей К государственности. сожалению, режиссеры мне уже несколько раз подсказывают, что наша программа подошла к концу. Через 5 минут начнутся новости с Дилярой Рустемовой, а в гостях у нас был Ахтем Чийгоз, председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, который не любит, чтобы его называли торпедой, а ястребом, вот если политическим ястребом Нет, называть, тоже нет. знаете, Ястреб тоже нет. нет, дело не в Но этом. не голубь же, Я если- председатель регионального меджлиса. Вожак тоже нет. Который, вот как наши зрители сказали, был сегодня очень уравновешен. Мы с вами прощаемся. Саголнас и Создасавал. до следующей среды. Курашкенджи.